Сәлеметсіз бе достар? Орыс тілі сабағы номер 46. Тақырыбы первый казахский ученый. Добрый день, друзья, учащиеся 3 класса, русский язык. Урок номер 46. Первый казахский ученый. Итак, первый казахский ученый. И сегодня на уроке ты научишься понимать и различать слова, обозначающие завершенность и незавершенность действия. Ты сможешь участвовать в речевой ситуации на определенную тему, понимать, о чем говорит собеседник, дополнять его высказывания, соблюдая речевые нормы. Итак, пишем красиво. Ученый и путешественник. Упражнение номер 1. Установи соответствие. Выбери правильный вариант перевода слов. Проверь себя по тематическому словарю, раздел 6 «Выдающиеся личности». Итак, первое. Ученый, ғалым, путешественник, саяхатшы. Вариант Г. Третье. Интересовался. Б. Қызығушылық танытқан. Четвертое. Большое влияние. В. Үлкен әсер. Пятое. История. Тарих. 5А. Послушай рассказ о Шокане Уалиханове. Составь уточняющие вопросы к тексту. Шокан Уалиханов – великий казахский ученый, путешественник. Большое влияние на его воспитание оказала его бабушка Айғаным. Она хорошо знала восточную литературу. Шокан уже в детские годы интересовался историей родного края, внимательно слушал и записывал казахские народные песни и поэмы. Он путешествовал по Казахстану, писал книги по истории степного края, об обычаях и традициях казахов. Итак, уточняющие вопросы. Какое влияние бабушка Айғаным оказала на воспитание Шокана Уалиханова? Какие произведения восточной литературы знала его бабушка? В каком возрасте Шокан начал интересоваться историей родного края? Какие казахские народные песни и поэмы он записывал? Какие регионы Казахстана посещал Шокан Уалиханов во время путешествий? О каких обычаях и традициях казахов он писал в своих книгах? И последний вопрос. Какие книги по истории степного края написал Шокан Уалиханов? Упражнение номер 3. Сравни слова действия. Есть ли разница в их значении? Какие слова указывают на законченность действия? Әрекеттің біткендігін. А какие незаконченность действия? Әрекеттің бітпегендігін. Что делал? Записывал, рассказывал, собирал. Что сделал? Записывал, рассказывал, собрал. Составь с одной парой слов предложение. Образец. Шокан записывал казахские народные песни. Шохан записал казахские народные песни. Итак, слова записывал, рассказывал, собирал обозначают процесс действия в развитии, его незаконченность. И они отвечают на вопрос, что делал, и относятся к несовершенному виду. А слова записал, рассказал, собрал обозначают завершенность действия и указывают на результат. Они отвечают на вопрос, что сделал, и относятся к совершенному виду. Пример предложения. Бабушка Айғаным рассказывала Шокану сказки. Бабушка Айғаным рассказала Шокану сказки. Упражнение 4. Собери из слов предложения, запиши. Итак, первое предложение будет: в детские годы Шокан интересовался историей родного края. Второе предложение: он слушал народные песни и записывал.
Третье. Шохан путешествовал по Казахстану. Заполни таблицу словами и действиями. Составь с двумя-тремя из них вопросительные предложения. Итак, слова, обозначающие начало действия. Запеть, зашагать, загреметь, зашуметь. Слова, обозначающие окончание действия. Сыграть, спросить, привязать, прибежать. Итак, вопросы. Кто собирал материал для проекта? Ты уже записал новое стихотворение? О чем он рассказывал на уроке? Итак, упражнение номер 6. Прочитайте выразительно по ролям, расскажите, что нового вы узнали из разговора, дополните диалог. Амина, ты знаешь, что прадедом Шуханова Алиханова был хан Аблай? Знаю, Алижан, я об этом читала. Шухан прожил короткую жизнь, да, всего 30 лет. А где Шухан Алиханов учился? Он окончил сибирский кадетский корпус в городе Омске. У тебя есть книга об этом ученом? Нет, я брала книгу в детской библиотеке имени Бигалина. Итак, давайте расскажем, что из разговора мы узнали, что прадедом Шухана Валиханова был хан Аблай. Шухан прожил короткую жизнь, всего 30 лет. Он получил образование в Сибирском кадетском корпусе в Омске. Книгу о нем можно найти в детской библиотеке имени Бигалина. Также стало известно, что Шухан изучал культуру, быт и историю народа Средней Азии, совершил путешествия в Кашгарию и оставил ценные научные труды по этнографии, истории и географии. Итак, давайте дополним диалог. Интересно, а какие открытия он сделал? Он изучал культуру, быт, историю народов Средней Азии, путешествовал по Кашгарии, оставил много научных трудов. Его труды, наверное, до сих пор важны. Конечно, его исследования считаются ценными источником по этнографии, истории и географии. Так, упражнение номер 7. Составь и напиши небольшой рассказ о Шухане Уалиханове на основе материала урока. Шухан Уалиханов – ученый и путешественник. Шухан Уалиханов – великий казахский ученый, историк, этнограф, путешественник. Он родился в 1835 году в семье султана и был потомком хана Абылая. С детства Шухан проявлял любознательность и стремление к знаниям. Образование он получил в Симбирском кадетском корпусе в Омске, где увлекся историей, литературой и географией. После учебы он посвятил себя изучению культуры и быта народов Средней Азии. Его знаменитое путешествие в Кашгарию принесло ценные сведения о жизни этого региона. Шухан оставил множество научных трудов, в которых описывал традиции, историю и быт народов. Несмотря на то, что его жизнь была короткой, всего 30 лет, его исследования стали важной частью науки. Сегодня его труды продолжают изучать историки, а имя Шухана Валиханова занимает почетное место в истории Казахстана. Итак, на этом все, ребята. Огромное спасибо, что подписывайтесь на наш канал. Пишите лайки, подписывайтесь, ставьте комментарии, оставляйте комментарии, пишите вопросы, нажмите на колокольчик.